Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с наречием. Выясним, что такое наречие, на какие вопросы оно отвечает, как образуется наречие, определим его морфологические признаки и выясним синтаксическую роль в предложении. Послушайте стихотворение Алыкула Осмонова. «Я ласточек сильно любил, как весело с ними игралось, а нынче пустое гнездо под крышею дома осталось». Поэт использует слова, которые отвечают на вопрос «как», «сильно», «весело», на вопрос «когда», «нынче». Это наречие. Выясним, что же такое наречие. Наречие – это самостоятельная часть речи, которая не изменяется, не спрягается и не склоняется. Наречие отвечает на вопросы «где», «когда», «куда», «откуда», «почему», «зачем» и «как». Наречия, связанные с глаголом, обозначают признак действия. Например, футболисты быстро забили гол. Ветер сильно раскачивал деревья. Наречия, связанные с прилагательными, обозначают признак признака. Например, погода сегодня удивительно теплая. Наречия, связанные с существительными, обозначают признак предмета. Например, наверху дерева птицы свили гнездо. Наречия помогают нам ответить на множество вопросов. Где, когда, куда, откуда, почему, сколько, зачем. Наречия образуются от других частей речи, например, от прилагательных. Для этого нужно убрать окончание и добавить «о» или «е». Например, хороший – хорошо, быстрый – быстро. От существительных. Для этого нужно присоединить приставку или окончание. Например, верх – сверху, верхом. От глаголов. Например, обнимать – в обнимку. Или от числительных – два, но двое. Определим синтаксическую роль наречия. В предложении наречие бывает второстепенным членом и является обстоятельством. В русском языке наречия можно часто встретить в пословицах и поговорках. Например, «Кто храбро сражается в бою, тот честно защищает родину свою». Или «Хорошо птички в золотой клетке, но еще лучше на зеленой ветке». Подведем итоги урока.